Стихотворение мое называется «Про нас». То есть это про всех людей, которые живут в колясках. В каждом четверостишии образ определенного человека, которого я знаю, есть такой близкий знакомый, который ведет активный образ жизни. Да? Так про нас. Мы каждый день сражаемся с недугом, порой совсем не думая о нем. Кто в одиночку, а кто рядом с другом, рука в руке и с преданным плечом. Пускай нас кто-то признавать не хочет, и не придет на помощь в трудный час, мы не поверим тем, кто напророчит судьбу другую, чем теперь у нас. Но если кто-то скажет, что смирились, мы будем биться с пеной у рта. Вы к нам внимательнее присмотритесь, какая интересов широта. Рисует парень, кисть зажав зубами, да так рисует, сердце вдруг замрет, а он лишь улыбается глазами, светло мечтает, мечтой живет. А как танцует девочка в коляске, вы сейчас видели, ей может позавидовать любой. Отец для сына выжил чудо-сказки, забыв про свой недуг и про покой. Идет у него он по кругу ходит, заждавшись чемпиона синока, который на малейший его выводит, мечты не дрожит рука. Философ и юрист с веселым правом любой закон по памяти найдет, защитив обиженных и справных, с достоинством мир свой обойдет. Левин, ученый писатель, родоначальник Воробьевых гор, фестиваль колясок собиратель проходит ежегодно до сих пор. Он написал, подарил колясочникам книги, где опыт свой нелегкий обобщил. И как наставник был замечательно, жить в коляске многих не учил. А кто-то жить без гор совсем не может оторваться от мечты, что с юных лет волнует и тревожит восторгом грусть и высоты. А марафонцы, обгоняя ветер, до финишной черты стрелой летят, и никакие трудности на свете их заставят повернуть назад. Но если только камера сорвется, бройте на поле пути, сами светом только смеется, его никто не может обойти. Бывало с ним такое вот участие, когда он вдруг, на удивление всем, победоносно первым возвращался лишь в том нормальном колесе. Мы научились создавать коляски, совсем не хуже аэродром, Бог. Кто-то торживо возглавляет, разве он так же свой недобрый небосвод? Земля моя, лампами богата, и милых Бог вознаградил, живя в коляске, трудится ребята, не забывши, дружили все. Мы все живем в разностороннем мире, трудности каждой страны. Тех, кто рядом, вложит нашу силу, всем сердцем, всем душой благодарим. Спасибо. Дипломом лауреата первой степени награждается Роза Ивановна Грова в номинации «Художественно-прикладное творчество». Продолжаем бурными аплодисментами. На календаре осень, а здесь в Адлере настоящее лето. Солнце, море, жара, пальмы. И именно об этом прекрасном времени года, который сейчас у нас на самом деле царит здесь, споют прекрасные девушки вокальной группы «Смайл». Девочка лето. Без тебя, слышишь, частичку даришь меня, любовью дышишь, опять спасаешь меня. Но жаль, что я не твоя. Я так хочу тебя обнять, веришь, мою любовь ты ничем не изменишь.
myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are also on the faces of people going by. Танцуйте, пожалуйста, врагов. Saying how they do. They're really saying how Я к вам обращаюсь. it's crying. I watch them Вы миссис? much more than I ever knew. Ой, извините, вы мисс. What a wonderful world. Мадемуазель, сеньора, сеньорita, девушка, женщина, товарищ. Невеста. Trees of green, Ну как же я так сразу не догадался, мисс. see them blue. Танцуйте, Ириска. Быстро. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Диплом лауреата фестиваля в номинации «Оригинальный жанр». Награждается Ирина Корнилова. И для всех наших гостей подарок от образцового хореографического ансамбля танцев народов Кавказа «Роква». Встречайте, горский танец. What
И вновь на сцене образцовый хореографический ансамбль «Роква». Встречайте! Ой, так понравилось? Небольшие музыкальные заминки, которые, надеюсь, не омрачат